Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Девчонки, которые они принимают ислам ради кого-то, да, чтобы выходить замуж за кого-то, а потом они как это не женятся на этой девочке, потом они снимают как это э, хиджаб, сатр, да, или они вышли замуж за араба, потом они развелись и снимают это хиджаб. А я в жизни столько бы проблем это и не было, что бы со мной ни случилось, где бы это, что это, как это не встретила, что в жизни. Никогда мне в голове не пришла мысль, что это снять, это хиджаб. У меня столько это проблемы в жизни были. Даже в Москве это 93-й год. Я сейчас все расскажу вам, что было 93-й год, по-моему, да, или 94-й. А, нет, 94-й год, если не ошибаюсь. Да, 94-й год. Это мой брат младший, он снимал трехкомнатные квартиры в метро от станции Вихина. Потом в одной комнате большая, это кто это негде жит, он приютил их, это из Средней Азии, да. Потом люди же входят, заходят, входят, заходят, входят же, а соседи это как это жаловались, что это здесь как это проходной двор. Потом полиция приехала на машину меня, моя сестренка, жена брата, троем как забрали мы полицию. Приехали нас как за решетку, как это держат. А я говорю, уважаемый, говорю, это полиция, говорю, уважаемый, говорю, отпустите нас, пожалуйста. Он говорит, почему? Я говорю, ну, слушайте, на каком основании вы нас это задерживаете? Он говорит, ну, ты это как русский еще плохо знала в этот момент, плохо разговаривала, понимала, но мало разговаривала. Потом я говорю, пожалуйста, а еще рядом с нами еще там мужчины за стену, это тоже это за решеткой стояли. Не жалех. Но как называется, обезьянка называется, ну, такое, типа того. Потом я так это просила. Это моя религия. Как это вежливо, красиво, как это мягко, как разговаривала. Он говорит, хорошо. Они дали мой паспорт и сказали, подошел, он говорит, что случилось? Я говорю, вот это, говорю, одна, говорю, беременная, у нее токсикоз. На самом деле, наша эта сноха, она была беременная. Я говорю, вот беременная, это как она здесь это будет, это, пустите, пожалуйста, ради Бога. Потом он дал мой паспорт, сказал, иди это, принести деньги и платите штраф, и вас освобождаем. Потом я вышла, издалека мой старший брат идет. Я подошла, он мне деньги дал. Потом я пришла, а мой младший брат, он приехал, уже забрал. Я пришла, он говорит, такой это рыжий, приехал, их забрал. Потом я с старшим братом пошли домой. Это вот моя религия, что я спокойна, я не кричала, не орала, не как это рыдала. Я сказала, это тоже сестренка, это наш сноху не будем, это грустить не будем плакать, потому что Аллах поможет нам. Аллах слышит нас. Мне было в этот момент 22. Да. Вот. Как это Аллах слышит, как Он, как это человека в трудный момент помогает. При условии, что если у нас есть связь с Аллахом, никогда мы как это не будем противоречить Его слова, противоречить слова наших пророка, противоречить слова наших сподвижников ради Аллаха. Да. Вот у меня такие примеры очень много. Я еще сейчас еще пример другие тоже буду привести вам, хорошо? Спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписаться и поделиться, пожалуйста.